Легкий кислород Отечества, в сердце ритм России. Новые санкции. Иностранную медтехнику в стране могут запретить. А есть ли у России свое оборудование? В чешском городе Терезин обнаруживают послания узников еврейского гетто. Царапины на стенах, перечеркнувшие судьбы. В Беларуси задерживают известного журналиста, менеджера успешного хоккейного клуба «Динамо». Кому переходит дорогу Владимир Бережков? 3 буквы, спровоцировавшие скандал. Идея создать в России ПМХ, патриотический медиахолдинг, возмущает большинство поп-звезд. Почему идеология не складывается в песню? Это неделя. 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. А начинаем с настоящей войны. Только за один понедельник режим прекращения огня на Донбассе нарушается 148 раз. Среди военнослужащих украинской армии убитые и раненые. Тяжелая ситуация в Донецке и окрестностях. Горожане спускаются в бомбоубежище. Укрытий на всех не хватает. Тем, у кого собственные дома, чаще всего идти просто некуда. Люди прячутся в подвалах и надеются на чудо, что снаряды пролетят мимо. У меня вон дом повредило, стекло вылетело, все в доме тоже повредило. Вот. Ну, я успела выскочить. А куда я спрячусь? Я сижу, что Бог даст. Сижу в доме. Убьет, значит, убьет. 3-й день подряд сейчас. 3 дня подряд вот это. Вот как только темнеть начинает, и пошли по нас. Обстрелам из крупнокалиберных орудий подвергаются города Горловка, Марьинка, Красногоровка. Среди мирного населения жертвы. Гибнет грудной ребенок. В больнице умирает женщина, получившая ранение во время обстрела пригорода Мариуполя Сартаны. Ее дочери приходится ампутировать ногу. И это лишь некоторые штрихи к картине смерти, которая в эти дни складывается на востоке Украины. Эскалацию осуждают глава дипломатии ЕС Федерико Могерини и генсек ООН Пан Ги Мун. Однако их слова, к сожалению, лишь дипломатический фон для перестрелки. С заявлением выступают и наблюдатели ОБСЕ. Говорят о трудностях работы в регионе. Становится известно об использовании обеими сторонами тяжелого вооружения, в том числе артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Миссия продолжала наблюдать и сообщать об отсутствии вооружения в местах концентрации, куда они, как предполагается, должны были быть отведены. Но стороны препятствуют нам это сделать, отказывая нам в доступе к некоторым местам концентрации или мешая нам проверять вооружение в таких районах. Специальная мониторинговая миссия продолжает испытывать множественные ограничения свободы передвижения и другие препятствия к реализации нашего мандата. К концу недели заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хук в интервью «Униан» рассказывает и о случае, когда боевики так называемой ДНР угрожали наблюдателям смертью. Тем временем в Совете национальной безопасности и обороны заявляют, в последнее время количество российских военных на границе с Украиной увеличивается до 50 тысяч, что вызывает опасения эскалации конфликта. В Совете считают, на самой территории Украины находится почти 9 тысяч российских военных. Москва эти цифры продолжает опровергать. Легкие должны дышать кислородом Отечества, а сердце стучать в ритме России. Это вам не контрабандные персики под катком и не прошутто в печке. Санкционная лихорадка распространяется на иностранное медицинское оборудование. Оно в России вскоре может оказаться вне закона. НКО страны срочно обращаются к премьеру Медведеву, просят изучить отечественный рынок медизделий, прежде чем запрещать импорт. Лечить, спасать больных предлагается только своим. И свет в конце этого тоннеля, похоже, не виден. Минпромторг уже разработал проект соответствующего постановления дефибрилляторы, аппарат искусственной вентиляции легких в больницах, техника для гемодиализа, стоматологическое, другое оборудование должно быть исключительно made in Russia. Вадим Кондаков. Он только что вышел из операционной. Полчаса назад академик Ренат Акчурин спас вот этого пациента, сделав ему сложнейшую операцию на сердце. У каждой койки настоящая лаборатория. Этот прибор следит за сердечным ритмом, а этот помогает пациенту дышать. Вот только среди высоких технологий почему-то нет ничего российского. Ну разве что бутылка с физраствором. Мы производим. Наша капельница. Не наша? Да наша. Ну что ты говоришь? Ну это же наше все, вот это. Баночка, да. Ну слава богу. И это не потому, что они не патриоты или не любят отечественного производителя. Просто оборудование, с помощью которого эти врачи вот прямо сейчас, в эту минуту, спасают человеческие жизни, в России почему-то не делают. Вообще.
Предположим, этого не будет. Это выйдет из строя, вам нечем будет изменить. Это просто будет сложнее работать, либо работать будет вообще невозможно. Результат лечения больных резко ухудшится. Ну, казалось бы, зачем подвергать риску жизни людей? Но в российском Минпромторге, видимо, считают, что сейчас самое время отказаться от импорта и показать, что мы и сами можем делать. Что там в перечне проекта постановления правительства? Ультразвуковые сканеры, инкубаторы для новорожденных и протезы. Не говоря уж о какой-то марле. Разволокняются, рвутся. То есть вместо одного бинта, там аналога какого-нибудь зарубежного, приходится использовать 4. Один импортный бинт или 4 русских. Пациентам, что попадают в российский кардиоцентр, до этого, конечно, дела нет. Врач должен лечить, невзирая на политику и временные трудности. Врачей вообще редко спрашивают о чем-то, кроме здоровья, говорит первый министр здравоохранения Российской Федерации академик Воробьев. Сидя в министерстве, невозможно иметь представление о том, что творится в жизни. Ну так собирайте врачей, говорите, советуйтесь с ними. Никогда. Вот и на этот раз ни с академиком Воробьевым, ни с академиком Акчуриным импортозамещающее постановление никто не обсуждал. Наверное, потому что тогда чиновники услышали бы не совсем то, что хотели бы услышать. Вся медицинская промышленность должна быть основана не на ура-патриотизме, и не на квасном патриотизме, а на жестком космическом, на жесткой космической приемке, требованиях, как это делают американцы. Акчурин уверен, что министерский проект так и останется проектом, хотя считает, что лет через 5-6 российские предприятия вполне смогут освоить производство сложной техники. Просто если закрыть границы прямо сейчас, цена патриотизма будет слишком высокой. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Мы категорически против появления Киселева рядом с нами. Это сумасшедший человек, которого нужно показать в психиатрической больнице, заявляет Пригожин. Нет, это я уже не по поводу попыток перекрыть иностранный кислород отечественным пациентам. Это я о российском шоу-бизнесе. Тут своя громкая история на неделе. Основные действующие лица: Иосиф Пригожин, продюсер Валерий, а с ним в этой истории и другие артисты, Владимир Киселев, автор идеи создания патриотического медиахолдинга ПМХ и основатель благотворительного фонда «Федерация». Обо всем по порядку. На неделе российские поп-звезды грозят объявить бойкот русскому радио. Говорят, создадим свое, новое, другое русское, и все будет хорошо. А все почему? Звезд возмущает желание Киселева создать на базе Госконцерта и русской медиагруппы, куда и входит русское радио, патриотический медиахолдинг. Что любопытно, против ПМХ даже те, кто поддержал аннексию Крыма и считает курс Кремля верным. Казалось бы, что плохого в музыкальном-то холдинге? Конечно, ничего. Но опасение вызывает такая советская готовность делить артистов на правильных и неправильных. Холдинг должен обеспечить, пишет Киселев в письме Путину, творческо-музыкальный ресурс для идеологических задач и сделать так, чтобы под рукой были правильно настроенные кумиры миллионов. Тут невольно вспоминаются концерты колонного зала Дома Союзов. И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди. После такого идеологического фильтра, судя по всему, все звезды станут одинаково полезны электорату, будут на одно лицо. Перед ПМХ ставят 3 главных задачи: поиск и взращивание молодых талантов. Вот вам и новое дыхание конкурса «Алло, мы ищем таланты». Во-вторых, в почете будут прежде всего артисты, выступающие не под фонограмму. Пожалуйста, включите фонограмму. Ага. И, наконец, патриотический медиахолдинг собирается продолжать сотрудничать с уже сияющими звездами. Другое дело, захотят ли они сами идти в ПМХ. Уважаемые телезрители, подробности этой истории исполняет Дарья Соловьева. Российский шоу-бизнес возмущен и грозит перестать петь. Создание нашумевшего патриотического медиахолдинга, похоже, вопрос решенный. Федеральная антимонопольная служба дает добро на покупку 100% акций российской медиагруппы РМГ государственным предприятием «Госконцерт».
Это подтверждает заявление на сайте ведомства. Зачем мне все это слышишь? Звезды уже и письма возмущенные писали, и песни из радиоэфиров грозились забрать. Не желают они петь под чужую дудку. А инициатива, медленно, но верно, пробиралась в Министерство культуры. Если там покупку одобрят, песенка недовольных спета. А начинается все в октябре прошлого года. Тогда Владимир Путин получает письмо от главы Совета РМГ Ольги Плаксиной и продюсера группы «Земляне» Владимира Киселева. И снится им не рокот космодрома, а инкубатор отечественных суперзвезд, выращивающий правильно настроенных, поющих патриотов. Патриотический холдинг – это холдинг, который стоит на патриотических позициях и отвечает интересам большинства слушателей и зрителей. Патриотизм нынче публикой востребован. Если артист стоит на непатриотических позициях, он скорее потеряет в рейтинге. Путину идея приходится по душе. Создавать медиахолдинг предлагают на базе активов, входящих в русскую медиагруппу. Радиостанции «Русское радио», «Хит-ФМ», «Радио Максимум», «Динамит-ФМ», «Монте-Карло» и канала РУ-ТВ. Роль первой скрипки отводится Госконцерту. Песня медиапатриотизма льется рекой, пока не спотыкается о гендиректора русской медиагруппы Сергея Кожевникова. Он выступает против продажи РМГ, опрометчиво уходит в отпуск и, оказывается, быстро уволен. На место Кожевникова назначают Сергея Архипова. Но и он не вписывается в стройный хор правильных голосов. По словам Архипова, одно из первых распоряжений, которые он получает от якобы новых акционеров, убрать из эфира артистов, выступающих против продажи РМГ Госконцерту. Я ни с кем не собираюсь договариваться и не собираюсь быть инструментом для сведения счетов Владимира Киселева и артистов. Именно сведения счетов опасаются звезды, выступающие против патриотического медиахолдинга. Под письмом Путину, призывающим отменить продажу русского радио и других топовых станций государству, подписываются Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Игорь Крутой, Макс Фадеев и еще с десяток деятелей культуры. Вы знаете, свобода заканчивается там, где появляется Госконцерт. Когда существует коммерческая прибыльная станция, возникает структура, которая как бы курирует Киселев и предлагает какие-то новые схемы. Да? Если он хотел быть владельцем, ему надо было взять деньги, купить эту станцию и влетать сюда не Госконцерт, не флаг патриотизма, инкубаторства и всякого прочего. Это уже идет покушение на музыкальный жанр, который, в общем-то, до сих пор был вне политики. Если мы сегодня начинаем коммерческие организации подтягивать и делать из них государственные, и у нас будет одна пионерская зорька под управлением Киселева, я не вижу в этом никакой перспективы. Перспективу видят в высших слоях власти, а значит, патриотическому медиахолдингу быть. А если кто не согласен, можно действовать в современном тренде – провести референдум. Дарья Соловьева, «Неделя». Мы будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать, и за страну трижды ура, за тебя, Родина. Это «Неделя». 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев. Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Смотрите далее. Первую серию сериала «Свадьба Пескова и Навки» под названием «Часы» сменяет вторая под названием «Яхта». Где сейчас пресс-секретарь и фигуристка и почему Инстаграм против них? Но это будущее, а прямо сейчас в Чехию. Этим надписям и рисункам 70 лет. Их оставляют узники еврейского гетто в чешском городе Терезин. Артефакты случайно обнаруживает Лукаш Лев, и равнодушным экскурсовод, каждый день рассказывающий туристам об ужасах жизни в концлагере, не остается. Расшифровывает и переводит каждое слово со стен чердака. Более того, на свои деньги создает небольшой музей. Послание сквозь время изучила Дарья Соловьева. С виду это обычные улицы небольшого чешского городка. Зеленые парки, люди в кафе, привычная жизнь за стеклами окон. И от этого ощущения еще более жуткие. Это Терезин, концентрационный лагерь, образцовое гетто. Здесь умерло 35 тысяч человек. Лукаш Лев работает экскурсоводом. Он привел группу молодых людей из Германии в крошечный музей на чердаке одного из домов. Не так давно он сам также поднимался по ступенькам и обнаружил комнату. Я поднялся на чердак, искал бойлер, зашел в то помещение, а там изображение Праги, надписи «Ноябрь 44-го», слова «Не могу спать». В
Терезине, по разным сведениям, находилось от 12 до 18 тысяч детей. В живых осталось около 1000. Большая их часть ютилась в классах школы, блока Л-417. Остальные жили на чердаках домов, таких как этот, по 30-50 человек. Жили и как могли делали свой мир ярче. Я думаю, дети не воспринимали все так трагично, как взрослые, потому что просто не осознавали всего ужаса происходящего. Но они хотели сделать то место, в котором жили, хоть и временно, более красочным. Поэтому и рисовали на стенах свой дом. Терезин был образцово-показательным лагерем, площадкой для самого масштабного и страшного спектакля. В 1944 году к приезду комиссии Красного Креста, чтобы опровергнуть слухи о массовом уничтожении евреев, несколько тысяч жителей гетто отправили в Освенцим. Так решили проблему перенаселения. В Терезине открыли магазины и кафе, выпустили собственную валюту. Каждое слово узников, каждая улыбка были отрепетированы. Плохих актеров ждала смерть. Представители Красного Креста остались довольны. В киношной липе была доля правды. В Терезине действительно играли в футбол, читали лекции, рисовали и ставили спектакли. А еще здесь голодали, мерзли, умирали от болезней, сгорали в печах крематория, уезжали в переполненных вагонах в лагеря истребления. Теперь сюда десятками приезжают туристы. Почти у каждого дома есть история вроде той, что обнаружил Лукаш. История, которая заставляет задуматься даже спустя 70 лет. История еврейского и немецкого народа очень важна для нас, потому что когда ты знаешь прошлое, ты можешь понять, в какую сторону стоит двигаться в будущем. Дети, у меня есть младший брат, я представил его здесь. Это ужасно. Я приехала сюда, чтобы понять, что здесь происходило. Я почувствовала, в каких условиях люди здесь жили. Не из книг, а прямо на месте. Это очень волнительно. Лукаш восстановил и перевел все надписи, обнаруженные им на стенах чердака. Здесь стихи, признания в любви, просто имена. Лукаш пытался отыскать всех, чьи имена нашел. Здесь написано имя Ганна Литенова. Я нашел эту женщину. Она пережила Терезин, Освенцим и Майтхаузен. Сама она никогда не была на этом чердаке, но кто-то написал ее имя. В скором времени она должна приехать сюда, и мы попробуем разобраться, кто это сделал. Надписи в Терезине не только на чердаках домов. На днях представители чешско-немецкого проекта «Гетто Терезинштадт» благодаря старым фотографиям полностью восстановили надписи на стенах крепости, в которой жили взрослые узники Терезина. Для бывших жителей гетто эти имена и даты – то, что невозможно забыть. Тонкий песчаник, хрупкая штукатурка. В скором времени следов пребывания здесь тысяч узников совсем не останется. Останутся только сотни могил. Дарья Соловьева, Дарья Кудрявцева. Неделя. И теперь в Беларусь. В Байнете, а это в стране единственная площадка для мнений всех сторон, кипит обсуждение, кому было выгодно и почему задержали главного менеджера успешного минского хоккейного клуба «Динамо» Владимира Бережкова, в прошлом на протяжении многих лет главного редактора авторитетного спортивного издания «Пресс-Бол». Бережков в Минском СИЗО уже больше недели. Его подозревают в хищении денежных средств путем злоупотребления служебным положением. О задержании известного менеджера и журналиста обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Арест Владимира Бережкова – это действительно такое общественное землетрясение в Беларуси, потому что это, спортивная легенда Беларуси. Вроде его обвиняют в хищении в размере, в эквиваленте примерно $3000, но он еще больше разжигает страсти, потому что, заработки человека, который столько лет издавал спортивную газету, менеджера крупнейшего и успешного хоккейного клуба страны, гораздо больше этих сумм, и, это очевидно, искусственность этого обвинения. Тут стоит сказать, что хоккей в Беларуси это, так сказать, особый спорт, его очень любит Александр Лукашенко, он сам играет в хоккей. Сам господин Бережков, в общем-то, всегда был чужд, собственно, политики в узком смысле. Но вы понимаете, политика в таких странах, как Беларусь, это не столько там, так сказать, некие флаги, а сколько отношения людей
в близком круге. И, возможно, поскольку он человек при всем при том был достаточно резкий, скажем, когда он был редактором, нередко его газета, в общем-то, критиковала всякие несообразности, коррупцию в спортивной сфере. Ну, возможно, вот, так сказать, он в каком-то круге что-то сказал, на чьи-то интересы наступил, ну вот и, так сказать, результат. Стоит привести цитату из блога хозяина, владельца самого крупного частного портала в Беларуси, портала Тутбай, Юрия Зисера, который написал: а вообще Лукашенко правит Беларусью. А такое впечатление, что вообще какие-то опера. Общественное землетрясение, как говорит Юрий, это не фигура речи, а реальность. В Беларуси просто не осталось думающего активного человека, который бы не обратил внимания на эту историю. Говорят они и в России. Известный журналист и блогер Алексей Шевченко в социальных сетях замечает: «Я все думаю, что украл Бережков, если он переподписал для клуба 2 сильных игроков с экономией $800 тысяч». И еще штрих к этой неделе. В среду белорусским СМИ становится известно об аресте Комитетом госбезопасности одного из самых влиятельных предпринимателей страны Владимира Япринцева. Он является другом близкого к Александру Лукашенко миллиардера Юрия Чижа и совладельцем компании Трайпл. Официального подтверждения информации об аресте пока нет. Целая неделя за полчаса. Продолжаем. Первую серию сериала «Свадьба Пескова и Навки» под названием «Часы» сменяет вторая под названием «Яхта». В России продолжают обсуждать медовый месяц пресс-секретаря президента России и его новой супруги-фигуристки. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный публикует расследование, если верить которому Песков, Навка, их родные и близкие отдыхают на роскошной яхте у берегов Сицилии. Сам Песков все опровергает, говорит, он с женой в одном из отелей на Сицилии. Навка в своем инстаграме даже размещает фото гостиничного отдыха. Как только информация об отдыхе не по карману появляется в сети, со снимков в Инстаграм дочери фигуристки Александры Жулиной исчезают геотеги, совпадавшие с маршрутом движения яхты «Мальтис Фалькон». Но Навальный копает глубже. Кроме сведений анонимного источника и геотегов, оппозиционер обращает внимание на эмблему яхты на халате Жулиной. Не упускает и фото бывшего чиновника Олега Митволя и других приглашенных на отдых в Италию. Также не кстати в социальных сетях появляется и снимок дочери Пескова Елизаветы. В Инстаграм она запечатлевает себя в интерьере, схожем с интерьером «Мальтис Фалькон». По некоторой информации, аренда роскошной яхты с командой в неделю стоит более 350 тысяч евро. Во время свадебной церемонии на фото на руке Дмитрия Пескова красуются часы, цена которых достигает $500 000 евро. На неделе уходит человек, которым восхищались наши родители, каждое слово которого ловило и наше поколение. Он пример на экране, на сцене и в жизни. Всегда чувствует время и никогда не изменяет себе. На 84-м году в Москве умирает народный артист СССР Лев Дуров. За более чем 60-летнюю карьеру Лев Константинович успевает сыграть в сотнях театральных постановок и кинофильмов, выпустить десятки спектаклей как режиссер. Мы будем помнить. О госпитализации Льва Дурова становится известно 2 недели назад. Состояние артиста оценивают как крайне тяжелое, диагностируют пневмонию. Похороны актера на Новодевичьем кладбище, где упокоились представители династии Дуровых, цирковых артистов. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.